Исенмесес. Татары, приглашаю вас принять участие в Хитөркене, День памяти, День скорби, в митинге в честь памяти наших погибших предков, а также приглашаю всех тех, кто хочет поддержать нас. Митинг состоится в субботу, 14 октября 2023 года в 12:00 у русского консульства в Нью-Йорке. Немного истории. В далеком 1552 году, в середине октября, в неравном, жестоком, кровопролитном бою с московскими оккупантами мы потеряли свою независимость. С тех пор на нашу землю опустилась мгла. Всех, кто защищал тогда нашу землю, русские оккупанты вырезали. Женщин и детей увели в плен, запретив нам, татарам, в следующие 200 лет жить на своей земле. С тех пор прошло много времени, но для страны, для народа это время как один миг. За это время многие народы, которые находились и находятся под русской оккупацией, исчезли с лица земли. Многие потеряли свою идентичность, потеряли свой язык. Несмотря на многовековой плен, на насилие, на геноцид, на всевозможные запреты, на насильственную крещенизацию, от которой, кстати, спасла наша вера, мы, татары, выстояли. Мы всегда помнили, помним и будем помнить наших великих предков, защищавших нашу землю от извергов. Мы будем помнить погибших, но не сдавшихся плен врагу татаров, героев татар. Сегодня век цивилизации и науки, век покорения космоса в современном роботизированном мире, современниками которого мы являемся, где в свободных странах человек рождается для счастливой жизни, нам, татарам, на своей земле запрещают изучать свой родной язык. Нам запрещают на своей земле почитать и помнить о наших погибших предков. Нам так и не разрешают поставить памятник нашим воинам. В это же самое время русские проводят крестные ходы в Казани в честь уничтоженных русских оккупантов. А в центре стоит памятник захватчикам. Нам запрещено даже думать о нашем будущем. Мы находимся в плену, а наш язык исчезает. Русские власти делают все возможное, чтобы мы забыли свое прошлое. Ведь народ, который не помнит свою историю, который не помнит и не почитает своих предков, не имеет будущего. Нам, татарам, с тысячелетней историей и культурой есть чем гордиться, есть что показать миру. Русский керзовый сапог вошел в каждый татарский дом, в каждую татарскую семью, оставив там следы смрада, беспредела, насилия и убийства. Мы, татары, никогда не должны забывать, что с нами было, что происходит с нами сейчас. Кто мы? Мы народ, который достоин покорить мир своей историей, искусством, культурой, своими достижениями в спорте. Или мы так и останемся приправой к русскому миру, о которых вспоминают как пушечное мясо при очередной захватнической войне русскими или в выборах очередного русского царя-убийцы Самодура. Мы должны помнить о наших предках. Тогда мы сможем построить наше процветающее будущее. Скажу вам, расскажу в качестве примера, с кем мы существуем. Расскажу о Южной и Северной Кореях, об очередной разделенной стране, об очередном народе, искусственно поделенном на два государства русскими в середине 20 века. Американцы и Запад пришли в Южную Корею. В итоге получился Samsung, LG, автомобили, конкурирующие с мировыми автобрендами. Высочайший уровень жизни, долголетия и процветания. Русские пришли в Северную Корею. Корейцы севера едят траву. Раз в месяц получают по талонам продукты и куриное мясо как деликатес. Забитые и униженные властью боготворят диктатора. Нищету, диктат, безнадегу принесли русские в их дома. Скажите, должны ли мы участвовать вместе с русскими в их бесчеловечных преступлениях? Нет. Нам, татарам, необходимо перестать бояться говорить о своей истории. Бояться помнить о ней. Нам нужно перестать бояться говорить о нашем будущем.
о нас. Нам нужно брать пример с украинцев, чьи 5 пальцев, разных пальцев, сжатые в кулак, переломили хребет русской машине убийства и насилия, построенной на лжи, фейках и пропаганде. Я знаю точно, что мы будем жить в свободном, независимом, богатом государстве, потому что татары – умный, храбрый, смелый, свободолюбивый народ. Также приглашаю на Хетуркене чуваши, башкир, марийцев, эрзя, мокша и всех, чьи предки вместе с нами защищали тогда свое государство. Ведь мы жили в мире и благости в одной стране, пока не пришла к нам чума под названием «Русский мир», посеяв между нашими народами страх и вражду. Приходите, братья и сестры, мы вместе сделаем дуа, почитаем молитвы о наших предков, поговорим о нашем будущем. Я знаю точно, что у каждого из нас, живущего на планете Земля, в сердце горит огонь надежды. Надежды на наше будущее, чтобы наши дети, наши потомки жили в свободном, независимом, процветающем, богатом государстве. Если мы хотим называться народом, если мы хотим называться нацией, то мы должны помнить о своей истории, собираться и чтить своих предков. Нам нужно перестать бояться. Бик Зурахмат. До встречи 14 октября.